Сергей Габликов начинает диалог с исторической притчи про Уинстона Черчилля. Мол, когда во время войны ему на рассмотрение принесли бюджет, там не оказалось расходов на культуру. «Если нет культуры, зачем тогда воюем?» – ответил легендарный премьер-министр Великобритании. Вот и в нашей республике, по словам губернатора, даже в сложное время культура должна оставаться флагманом. И, конечно, в большей степени хотим насытить сельские территории, удаленные территории, потому что там, чтобы не было вот этого, знаете, в состоянии оторванности. Любая проблема, любой вопрос, любая тема, которая только будет возникать, она будет решаться, неважно, где человек живет, как бы сложно нам ни было. За прошлый год для отрасли сделано немало. Отремонтировано 30 учреждений. В 41 обновилась световая и звуковая аппаратура и техника. Экстренный ремонт проведен в 25 муниципальных ДК. Это там, где, грубо говоря, уже с крыши капало и в окна задувало. Когда открываешь Дом культуры в сельской местности, видишь, что это не просто праздник. Знаете, это, наверное, такое ожидание, которое сравнимо, может быть, даже там, с рождением ребенка, с вступлением в брак, понимаете, да, там, со строительством своего дома, появлением крыши над головой. Вот это такое чувство, которое вот остается вот в этом месте навсегда. Один из счастливчиков – ухтинский поселок Водный. Здесь обновили не только оборудование, но даже зрительские кресла и одежду сцены местного ДК. Впервые за 40 лет. На все это ушло порядка 10 бюджетных миллионов. Местная художественная самодеятельность, а это представители абсолютно всех поколений, благодарны и уже заявляют о новом творческом витке. Немалую поддержку региона оказывает фонд кино. 4 киноустановки прибыли в Уктыл, Жешерт, Визингу и Объячево. Это, конечно, не полноценные кинотеатры, но возможность смотреть современные фильмы на большом экране теперь есть и у жителей этих населенных пунктов. Когда начинали в 2016 году, мы вообще даже представить не могли, что мы вообще даже попадем в эту программу. А в 2017 году уже 4, в 2016 1. Поэтому уже 5, уже хорошо. Событие 2017 года – свой театр юного зрителя. Прежде он совмещал свою работу с Академическим театром драмы имени Виктора Савина. Первая премьерная постановка «Ромео и Джульетта» прошла на ура. Впервые сформировано целевое предложение для старшеклассников и студентов. Также с воодушевлением, судя по всему, воспринят младшим населением предновогодний сказочный десант во главе с Кэджит Пелем. На этом настаивают сами работники культуры. А в некоторых населенных пунктах впервые за многие годы жители имели возможность увидеть артистов именно профессиональных. А можно ли надеяться, что эта акция может быть ежегодной традицией? Я вас послушал и решил, так будет. Вот мы с коллегами, подумав, решили, что, в общем, такой должен быть наглядный, что называется, творческий поезд, десант, да, который выйдет во все города и районы. И вот так, знаете, распространится везде. Важным достижением, продолжает глава, можно отметить социальную ответственность крупных компаний, которые участвуют в поддержке культуры. Новый дом культуры в этом году начнет возводиться к Нижпогосском Чиньяворыке. 27 миллионов на это выделит «Русал». Культурно-спортивный комплекс в Ухтинской Яриге на деньги «Лукойла». Меняется качество жизни, снижается кадровая текучка на местах. Чуть лучше станет жизнь. Рассчитаемся с долгами, уйдем от зависимости, высвободим средства, конечно, будем больше вкладывать денег в развитие непосредственно не только в материальную, но и в такую, скажем, насыщенную материально-духовную составляющую. К слову о библиотеках. Возможно, в своем привычном виде они существуют последние годы. Впереди реформа, о которой просят сами работники учреждений. Стать не просто храмом книг, а площадкой-трансформером для интеллектуальных игр и, возможно, концертов. Библиотеки в том состоянии, в котором находятся сейчас, я говорю именно про сельские библиотеки, если мы не изменимся, то мы просто потеряем всех. Население потеряем. Это уже прошлое. Я очень надеюсь, что та задумка, которая у нас возникла, те направления, которые сегодня мы хотим реализовать именно на вашей библиотеке, они будут именно сформированы как модельные, как стандартные, которые будут в принципе являться стандартами для всей республики, для всех сельских поселений, и которые можно будет как трансформер добавлять, понимаете, да? Он должен развиваться. Начиная с 19-го, в 18-м мы реализуем такой один проект, начиная с 19-го город-село, по 2 библиотеки будут появляться обязательно. Поэтому будет свой Я вам честно могу сказать, это пока с точки зрения тех реалий и возможностей, которые мы как бы имеем сейчас. Понятно, что появится чуть больше средств, чуть больше оперативности с точки зрения возможности там, их направить на эти цели. Конечно, мы не будем обязательно сдерживать, именно соблюдая, так сказать, эти темпы, мы их будем наращивать, безусловно. Для нас это важно.
Знаете, нужно жить здесь и сейчас. А раз пошли такие высокие ноты, почему бы не закрепить культуру как флагман, продолжает директор Югодиякского дома культуры Нина Журавская. Она и становится идейным вдохновителем Нового года культуры в Коми. Вот этот исторический момент. Как говорят, культура – это основа основ. Без культуры человек не может жить. В самом деле, как государство будет развиваться, если не будет культуры даже в нашем селе? Не говоря уже в городе, это культура, она всегда на высоте. Но вот в селе, вы как сказали, особенные люди живут. Так что это так приятно, что вы... Да, это так приятно. Спасибо вам большое, уважаемый Сергей Анатольевич, Сергей Витальевич, что обратили внимание на нас, на сельские клубы. И в свою очередь я бы хотела попросить, раз уж на такой волне высокой идет культура, на высоте поднимается, и в нашем районе она на должном уровне, хочу предложить или попросить даже, чтобы вот этот год обозначить годом культуры. Как вы, уважаемые коллеги? Продолжить вот такое начинание, да? В этом есть резон на самом деле. Я не хочу сказать, что мы не думаем о том, как лейтмотив должен быть в 2018 году, как должны быть расставлены акценты. И, конечно, я еще буду об этом говорить, и буду говорить на заседании Госсовета. Вот. Но то, что вы говорите с точки зрения продолжения, на самом деле, подчеркиваю, продолжение, не просто как самостоятельная тема, а продолжение года добрых дел. Президент объявил год волонтерства. Это тоже культура, это тоже добрые дела. И, конечно, связь вот эта, которая доставляет многим действительно, может быть, ту самую маленькую частичку радости, частичку счастья, когда они понимают, что они не одни, за ними стоят, им помогут, да, их в этой части, да, там, поведут, что называется, светлой дорогой. И, наверное, может быть, в этом вопросе ваше предложение, я думаю, что мы очень серьезно обдумаем и наверняка его примем. И в этот году, год 18-й, год непростой, но тем не менее очень благодатный. Я думаю, если мы его посвятим культуре везде и во всем. Во всем. Именно культуре. Думаю, это будет большое дело. Спасибо за предложение. Я думаю, что мы с коллегами его примем обязательно. Пользуясь случаем, представители культуры благодарят за 30% рост зарплат. Это позволило довести их уровень до 90% от средней по республике. Но дальше больше. В этом году, ориентируясь на поручение президента, глава заявляет о новой индексации. Впервые выплаты работникам культуры сравняются со средними зарплатами по региону. Таисия Жакова, Роман Истомин, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.